Имя народной артистки Таджикистана, лауреата Государственной премии Крыма, художественного руководителя и балетмейстера крымско-татарского ансамбля песни и танцы Хайтарма Ремзия Бакал известна далеко за пределами Крыма. Талантливый хореограф отметила свой 93-й день рождения. Из них 70 лет она посвятила искусству. Искусство облагораживает, дает культуру человека, красоту жизни дает. Вы понимаете, тот человек, который на сцену выходит, редко бывает нехорошим. Все они мягкие, а все они воспитанные, потому что это искусство воспитывает внутри духовного человека. А духовность отдается человеку, что он поневоле с человеком общается в хорошем тоне, хорошо разговаривает. Это очень важно. Ремзия Ханум прошла путь от танцовщицы до главного балетмейстера, где крымско-татарский танец всегда занимал главную роль. Непревзойденный талант она унаследовала от отца выдающегося хореографа Усейна Бакала. Именно в его постановке она исполнила свой первый танец. В цыганской сюите хрупкая танцовщица сыграла мужскую роль. И первый танец мой это был еврейский. И я помню, я его танцевала, партнерша была, Дора называли, и она еврейка была. Я мальчик была, она была... Мы когда танцевали, такие овации были, видимо, хорошо танцевала. Я темпераментная. Вот первый танец у меня это был. Ну а потом, понимаете, перешла на крымско-татарские танцы. Ремзия Ханум окончила Симферопольскую балетную студию. Полвека она прожила в Таджикистане, работала в театре. За особый вклад в развитие искусства ее удостоили звания заслуженной артистки, а потом и народной артистки Таджикистана. С 1979 года, совмещая работу в театре, она начала создавать танцевальные программы для крымско-татарского ансамбля «Хайтарма». Воспитала плеяду известных танцоров. Это 12 народных артистов Таджикистана и более 40 заслуженных артистов Крыма и Украины. Мунира Аблаев, Джемиля Усманова, Зарема Сеттарова, Мунивер Муслидинова. Увидела этих молодых красивых девочек. Мне они так понравились. Почему-то я захотела с ними поработать, какой-нибудь танец им оставить на память. И тут же подошла к Хаким Джемилеву, а он говорит: Ремзия, у нас нет финансов, мы вам не сможем оплатить. Ну, я говорю, что же, тогда буду бесплатно работать. Ну, как хотите, пожалуйста. И я так и сделала. В конце 80-х Ремзия Бакал вернулась в Крым, ставила танцы для крымско-татарского театра и ансамбля «Крым». Под ее руководством танцевальный репертуар коллективов расширялся, а ансамбли неоднократно выезжали за границу и знакомили весь мир с культурой крымских татар. Затем балетмейстер стала художественным руководителем ансамбля песни и танца «Хайтарма». На этой должности она проработала до 89 лет. В общей сложности я там в Хайтарме больше 30 лет с ними связана. Это мои дети, это моя жизнь Хайтарма, это мое родное. Не только, это все то, что есть для народа, это Хайтарма, деточка. Я вот так говорю. Кроме богатого хореографического наследия, за ее плечами и литературное. Она стала автором книги «С танцем по жизни». В ней тонкости обучения танцевального искусства, а еще история легендарного ансамбля. Она тоже моя ученица, она со мной работала в театре. Это я поставила свадьбу, и она была у меня невеста. У Ремзия Ханум 3 детей, 8 внуков и 13 правнуков, а ее ученики – частые гости в доме. Она полна энергии и продолжает работать во благо возрождения культуры и искусства крымских татар. Наджия Исаева, Эрвин Маралиев, телеканал «Милет».